исторический вот период, всего-то 60 лет, вроде бы и на пенсию пора, но телевидение, оно в самом расцвете своих сил, оно в развитии, оно за ним, естественно, будущее. И когда вот сегодня тоже подходили журналисты и спрашивали, а какое сегодня телевидение для вас, как вы его воспринимаете? Его можно по-разному воспринимать, но оно, во-первых, интересное, креативное. Я думаю, что оно вот перспективное и показывает ровно то, что есть в жизни, что есть рядом с нами. Хотелось бы, чтобы передать интересных и красивых о нашей жизни, о нашей природе, о наших людях, да и о нашей политике, о нашей перспективе было больше. Пожалуй, самое ценное, то, что дает работа на телевидении, это чувство локтя, это крепкая настоящая дружба, решение общих интересов, задач. И это все возможно только при условии одной сплоченной команды, работа которой налажена, которая работает как часы, и каждый в ней действительно профессионал и находится на своем месте. И именно благодаря таким людям наше удмуртское телевидение развивалось и совершенствуется по сей день. Я в эфире сижу, и передо мной под камерой, под объективом лезет одна наша девушка нехилой наружности с текстом в зубах, чтобы передать кому-то там. Я в эфире, в прямом эфире. Малое сдержало меня, чтобы не грохнуть от смеха. Но вот это один из немногих эпизодов, который, в общем-то, даже и не самый яркий. Вот эту байку я рассказываю всегда. Это было еще, я была не самым опытным журналистом, но мне уже доверили перед самыми выборами снимать обращение главного федерального инспектора по Удмуртии, тогда это был Кобзев, снять призыв его к гражданам, обращение, чтобы они пришли на избирательные участки. Все было замечательно, мы его записали, причем у него был очень плотный график, там буквально несколько минут, мы очень торопились. И он очень торопился. Мы записали, уехали. Я сижу, монтирую, кассету отсматриваю. В этот момент сбегает главный редактор и говорит: Марина, срочно нужно записать еще одного кандидата там на выборы, он еще попадает, давай бегом кассету, вот все. Я хватаю кассету, вставляем в камеру, бежим, записываем. Я сажусь отсматривать видео и понимаю, что обращение главного федерального инспектора напрочь затерто. И обращения больше нет. Это основное, это ключевое, это должно быть сегодня в выпуске. Я со слезами к редактору, она говорит: так, будем брать. Набираем снова главного федерального инспектора, ищем, говорим, что у нас сломалась камера, еще какие-то технические неполадки. По новой уговариваем, умоляем, чтобы нас приняли, снова нашли для нас минутку. Мы снова едем, снова записываем. Вот, да, это для меня был такой урок, такой опыт. Я